Прямой эфир, телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер, смотрите сегодня. Тревожная статистика. На 30% возросли продажи алкоголя. В Якутии растет и пьяная преступность. В чем дело? Дороги в приоритете. Сколько километров построят и отремонтируют по Якутии в ближайшие 5 лет? Зеленый образ жизни. Сегодня Международный день Земли. Дата напоминает о необходимости бережнее относиться к своей планете. Как это сделать? Охрана труда со школьной скамьи. Открытый урок на эту тему провели сотрудники компании «Транснефть Восток» в школе номер 3 Ленска. В чем отличие такого урока от традиционного школьного? Акция против онкологии, проблема вывоза мусора, успехи каратистов. Обзор новостей и событий Алданского района в конце выпуска. Врачи поставили диагноз воспитанникам Мирюнской юношеской гимназии Усть-Алданского района. Причиной обращения за медпомощью стала норовирусная инфекция. В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей в инфекционном отделении районной центральной больницы. Состояние ребят оценивают как легкой степени тяжести. Ранее мы сообщали, что в Усть-Алданскую ЦРБ обратились 11 учеников с одинаковыми жалобами. Это и понос, рвота, высокая температура, боли в животе, общая слабость. 9 из них были госпитализированы, 2 отпущены под домашнее наблюдение. На сегодняшний день их состояние оценивается как удовлетворительное. По результатам анализов выяснилось, что это норовирусная инфекция. Вода в школе по микробиологическим показателям не соответствует санитарным нормам. Сегодня и завтра учебный процесс в школе приостановлен, ведутся дезинфекционные работы. Лабораторные исследования еще не завершены, санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Первый же день регистрации сообщений специалистами Роспотребнадзора с пищевого блока, работников указанного блока изъяты необходимые образцы для дальнейшего исследования. В настоящее время исследования не завершены. Одновременно с Чероптинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. В настоящее время дело находится на стадии предварительного расследования. К другим новостям. Владимир Зеленский стал президентом Украины. По данным ЦИК, он набрал почти втрое больше голосов, чем Порошенко. За Зеленского проголосовали 73% украинцев, а за действующего главу государства Порошенко 24% избирателей. Такие данные Центр избирком привел после обработки 95% электронных протоколов. Совет Федерации одобрил закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди. Согласно этому документу, если водитель сбежал с места ДТП, где есть пострадавшие, наказанием могут стать принудительные работы на срок до 3 лет или же лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Если водитель скрылся с места ДТП, где погиб человек, наказанием станет лишение свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. В случае гибели в ДТП 2 и более человек сроки заключения увеличиваются. До 2024 года в Якутии построят и отремонтируют дорог на 34 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря национальному проекту под названием «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из этой общей суммы в текущем 2019 году объем финансирования составит 4 миллиарда рублей. Тем самым планируется отремонтировать и привести в порядок 122 километра региональных дорог и 23 километра улично-дорожной сети столицы Республики Якутска. По итогам года планируют достигнуть 31% в регионе и 37% по якутской агломерации от установленных государством нормативов. В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется провести работы на 7 региональных дорогах республиканского значения
такие как Абалах, Кабяй, Анабар, Умнас, Амга, Яна, Нам. Планируется, что доля дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 39,3%. Это 1100 километров автомобильных дорог. Вопрос качества дорог и необходимости их ремонта традиционно остро возникает по весне. Как обстоят дела с этой проблемой в Нерюнгре? Сюжет нашего корреспондента Александры Цыбиковой. Весной, в период таяния снегов, некоторые дороги города на период уходят под воду, что способствует их разрушению. Ямы, трещины, ухабы. А все потому, что в течение 40 лет с момента постройки города капитальный ремонт дорог не производился. От возмущения горожан ситуация не меняется. Даже вот по улице Ленина, напротив Ленина 6, вот эта вот лужа, они тут каждый год. И с ними никто ничего не делал, хотя бы какие-то отводные канавки, сделали, я не знаю. Дорог практически здесь нет. Сошел снег и сошли дороги, естественно, вместе с ним. Никто не хочет их нормально делать. Ни асфальт ни для людей, ни для машин. Относительно дороги терпимы, по сравнению с тем, что сейчас в данный момент сошел снег и появились очередные ямы, так же, как и обычно это происходит. К концу лета, в течение лета их восстанавливают, дорога становится более-менее лучше. В центре всегда обычно маленечко аккуратно делают, чтобы хорошо. А вот по загородным, на окраинных дорогах очень много ям. Нет, латают дороги, почему? Каждую весну начинается. Вот сделали на Аюнского дорогу хорошо. Вот здесь вот проблемный участок. Вода скапливается, надо водоотвод делать. С завидной регулярностью каждое лето в Нерюнгре проводится ямочный ремонт дорожного полотна струйно-инъекционным методом. Но свежие бетонные стыки на старом асфальте прочностью и долговечностью не отличаются. Невозможно отремонтировать то, что уже подлежит списанию. Конечно, по уму и по лучший вариант это только капитальный ремонт дорог. Не менее важную роль играет отсутствие ливневых стоков, которые не предусмотрели при постройке города. Как и вешние, так и дождевые воды, они остаются на дороге. Вот такая проблема существует, и решение ее лежит в плоскости. Либо мы ремонтируем ежегодно понемножку, но все ямы, либо нам выдает правительство республики, оказывает помощь в ремонте хотя бы по одному на целый год. Городской администрацией разработан 5-летний план укладки нового дорожного полотна на 5 главных улицах города. Но, к сожалению, реализация не начата, так как вложений со стороны республики пока нет. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Жители республики начали больше употреблять алкогольную продукцию. Объем продаж спиртного за год, по данным, вырос на 30%, а пиво вовсе на 50%. Растет вместе с этим и пьяная преступность. Из-за чего все это наблюдается, разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сегодня в республике продажу алкогольной продукции осуществляют 707 торговых объектов, 135 ресторанов и кафе. За прошлый год их количество увеличилось на 4,5%. Между тем, объемы продажи алкоголя всех видов увеличились на 30%. Об этом говорят данные информационной системы, которая фиксирует регионы. К этому репортажу мы вернемся позже. Сейчас короткая пауза, меньше минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы. Зеленый образ жизни. Сегодня Международный день Земли. Дата напоминает о необходимости бережнее относиться к своей планете, как этого добиться. Охрана труда со школьной скамьи. Открытый урок на эту тему провели в Ленске сотрудники компании «Транснефть Восток». В чем отличие такого урока от традиционного? Акция против онкологии, проблема вывоза мусора, успехи каратистов, обзор новостей и событий Алданского района в конце нашего выпуска. Якутия-24, прямой эфир, итоги дня. Мы продолжаем выпуск. Возвращаемся к теме о том, что жители республики начали больше употреблять алкогольной продукции. Объем продаж спиртного вырос на 30%, пива на 50%, растет пьяная преступность. Из-за чего все это происходит, разбирался Дмитрий Тымыров.
Сегодня в республике продажу алкогольной продукции осуществляют 707 торговых объектов, 135 ресторанов и кафе. За прошлый год их количество увеличилось на 4,5%. Между тем, объемы продажи алкоголя всех видов увеличилось на 30%. Об этом говорят данные информационной системы, которая фиксирует реализацию спиртной продукции у всех предпринимателей и юрлиц. Как отметили в Министерстве предпринимательства Якутии, объемы продаж алкоголя возросли после изменений в законодательстве. И здесь повлияло изменение федерального закона 171 об регулировании оборота алкогольной продукции. То есть на первых этажах многоквартирных жилых домов сегодня разрешается деятельность предприятий общественного питания по обороту алкогольной продукции. Местные предприниматели в погоне за прибылью открывают алкомаркеты и псевдорестораны. Профильным органам на сегодня выдано более 400 лицензий на продажу алкогольной продукции. Пиво и пивные напитки, они не входят, это не лицензионная деятельность. А насчет госпошлины. Госпошлина для выдачи и продления лицензии составляет 65 тысяч рублей в год. А переоформление лицензии 3,5 тысячи рублей. Вместе с этим отмечается рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. За период с января по март 2019 года на территории республики зарегистрировано 3122 преступлений. Из них 986 преступлений были совершены после употребления алкоголя. Психологи отмечают, что увеличение распития спиртных напитков связано с тем, что люди в последнее время все чаще стали подвергаться к стрессовым ситуациям как на работе, так и в семье. Проблем человек испытывает какие-то негативные эмоции. Чтобы он весь в напряжении, он в тревоге, он в депрессии. Чтобы снять вот это свое тревожное состояние, соответственно, он употребляет алкоголь, чтобы избавиться от этого. В свою очередь, жители Якутска считают, что от так называемой антиалкогольной политики ничего положительного нет. Люди требуют больше развлекательных мероприятий, развлекательных центров или просто заняться саморазвитием. Ну, нужно, наверное, скорее всего, открыть различные центры, молодежные центры, потому что у нас молодежь в основном, наверное, употребляет, скорее всего, да? И проводить различные большие акции, мероприятия. Народу надо предоставить хорошую жизнь, чтобы народ имел достаток, тогда они меньше будут употреблять. Вообще-то не надо, чтобы он меньше пил и чтобы не больше пил. Просто молодежи надо заниматься спортом. Статистика продаж алкоголя и количество пьяных преступлений создает весьма тревожную картину. И это несмотря на ограничительные меры по продаже алкоголя и так называемые трезвые села. Между тем, Министерство предпринимательства региона 30 апреля проводит общественные слушания по вопросам правонарушения реализации алкогольной продукции на территории республики. Желающих принять участие ждут по адресу проспект Ленина, 22 в 15 часов. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Сегодня Международный день Земли. Дата напоминает о необходимости бережнее относиться к своей планете. В этот день вспоминают об экологических катастрофах, задумываются о том, что люди могут сделать для решения и профилактики таких проблем. А в будущем сохранение природы должно стать образом нашей с вами жизни. Сюжет Юлии Великодной. Главное, чтобы зеленый образ жизни был не в тягость, говорит Анна Филиппова. Она пересмотрела свои взгляды на жизнь после общения с подругой, которая живет в Европе. Сегодня, после 8-летней привычки, в копилке у девушки множество лайфхаков. Когда вытираю стол, обязательно выключаю. Когда чищу зубы, обязательно выключаю воду. Даже у меня, может быть, это странный метод, я когда мою лапы собаки, я потом в этой же воде мою обувь. И совесть чиста, и платежка за жилищные услуги уменьшилась, признается Анна. Сохранение экологии весьма экономично. Даже кофейни делают скидку, если напиток на вынос взять в личном термосе вместо одноразового стакана. Ну вот, например, у меня есть такой мешочек для фруктов. Это мандарины я купила и для... Они многоразовые? Да, многоразовые. Просто надо постирать. И еще я купила вот тут орешки. Ага, это вот мужу купила. Люди нормально
реагируют. Уже сейчас наоборот это движение стало популярным. Путь к экологичному образу жизни Айталины Петровой схож с Анной. Она задумалась о сохранении планеты после стажировки в Финляндии. Мнения девушек сходятся и в том, что сортировать мусор в домашних условиях бессмысленно. В реалиях Якутска, к сожалению, сейчас совсем мало кто занимается реальной сортировкой мусора. Есть люди, которые пытаются, но в итоге, конечно, этот мусор уходит потом куда-то, на общую свалку. Действительно, в Якутске сортировка мало развита, но все же есть несколько предприятий. В основном бумажные и пластиковые отходы сдают на переработку офисы, но компании не отказываются принимать сырье от населения. Наша компания, в общем-то, получается социальная деятельность, и мы пытаемся сохранить нашу природу для будущих поколений, так как пластик все-таки он его стало с каждым, можно сказать, поколением все больше и больше, и он уже просто загрязняет нашу природу. На сегодняшний день в Якутске нет заводов по переработке картона или пластмассы, но есть заготавливающие компании. Например, вот этот картон, он спрессованный и весит 750 килограммов. Эти брикеты отправят в Новосибирск или Хабаровск. Там из них изготовят мешки для мусора и новые коробки. 100 тонн, столько картона отгружается в месяц из Якутска. Также в столице региона по адресу Каландарашвили 7 принимают использованные батарейки. Акция стартовала месяц назад, но их количество уже впечатляет. За этот месяц мы уже собрали 315 штук, которые мы будем сдавать управляющей компании нашей. Эта акция у нас постоянная, мы будем собирать постоянно. Можете приходить, сдавать нам, пожалуйста. Экологичный образ жизни, чтобы это не было дань моде или ответственное отношение, главное как результат процветания планеты. Привычка формируется за 21 день. Так мало в количественном измерении и так много для благополучного процветания планеты и будущего детей. Юлия Великодная, Семен Семенов, Якутск. В Северо-Восточном федеральном университете международная команда ученых продолжает поиски активной клетки, которая сможет дать начало жизни древнему жеребенку, который жил на Земле 42 тысячи лет тому назад. Изучение древнего животного показало, что ему было всего от 1 до 2 недель от роду, сообщают в Музее Мамонта научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ. Сегодня корейские и якутские ученые исследуют возможность клонирования животного. В настоящее время идет пробоподготовка изъятого материала. Анатомически сохранены практически все внутренние органы древнего животного, но результаты морфологического исследования покажут степень сохранности архитектоники тканей и клеток в условиях вечной мерзлоты. Об этом сообщила профессор СВФУ Дарима Гармаева. Мирнинский региональный технический колледж стал площадкой для отборочных соревнований для участия в финале 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills». Подробнее Марфирина Алексеева. В этом году Якутия впервые приняла участие в компетенции «Промышленная автоматика». А так как этой профессии в республике обучают только в Мирнинском колледже, он же стал площадкой для регионального чемпионата, а теперь и всероссийского отбора. Компетенция сама по себе дорогостоящая, именно оборудование дорогостоящее. Промышленная автоматика постепенно все больше и больше набирает обороты, все больше и больше участвует регионов. Многие регионы впервые участвуют, такие как вот Республика Якутия первый раз участвует. Участники – 12 студентов со всей России. У каждого конкурсанта есть эксперт-компатриот, проще говоря, тренер. На выполнение конкурсных заданий отводится 14 часов, распределенных на 2 дня. В итоге работы будут оценивать более 30 сертифицированных экспертов, приглашенных из разных регионов Российской Федерации. Абсолютно одинаковые задания. Получается, у них 5 модулей: механический монтаж, электрический монтаж, проектирование цепи, поиск неисправности и программирование. Это 5 часов механический монтаж, 1 час проектирования цепи, 1 час поиск неисправностей и 5 часов коммутации. Якутию представляет Дмитрий Салацкий, студент 5-го курса по специальности техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. К участию в WorldSkills движения он готовился 2 года, и победа даже в региональном отборе была для него долгожданной. В последнее время желающих достаточно много, но не все выдерживают начальную подготовку, так как со временем требования WorldSkills становится жестче, а оборудование становится сложнее, работа становится интереснее. В общем, ребятам приходится выдерживать
довольно сложную конкуренцию. Впервые в этом году мировой чемпионат рабочих профессий состоится в России. Столицей соревнований WorldSkills станет город Казань. Узнать о том, кто же войдет в состав национальной сборной России, сможем уже на следующей неделе. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Охрана труда должна начинаться со школьной скамьи. В подтверждение этому открытый урок, организованный сотрудниками компании «Транснефть Восток» в школе номер 3 в Ленске в рамках тематического года охраны труда на предприятии. В чем отличие такого урока от традиционного школьного, узнала наша коллега Анна Кожевникова. Делают, как правило, 2 вдоха. Запрокинули голову, набрали воздуха, плотно прижали губы к рту и силой выдохнули себя. Сделали 2 вдоха, 30 надавливаний. 2 вдоха, 30 надавливаний. Как оказать первую помощь, рассказал специалист по охране труда Ленского РНУ компании «Транснефть Восток» ученикам школы номер 3. Такой урок для школьников компания проводит в первый раз. 2009 год объявлен в компании тематическим годом охраны труда. Поэтому теперь в числе учеников не только коллеги, но и будущий кадровый резерв высокотехнологического производства. Проводится множество мероприятий по этой теме для того, чтобы как раз принести информацию другим людям, ученикам школы, как раз потому что как раз выпускники школ – это будущие кадры для наших предприятий. Урок пришелся школьникам по душе. Такие знания, признаются они, пригодятся в любой профессии и просто в жизни. Нам рассказали о первой медицинской помощи, которую можно оказать до приезда врачей, что именно нужно делать, чтобы помочь человеку, а не сделать только хуже. И также в конце нам рассказали про охрану труда, что именно делают в компании «Транснефть Восток». Общение с производственниками лучше любой школьной теории, признаются педагоги. Нефтепроводчики рассказали о технологическом процессе и о том, как обеспечивается безопасность сотрудников. Показали, как и чему учатся все работники компании. Такие уроки, как прошел сегодня у нас, они очень актуальны и полезны для детей, так как дети не понимают важность и суть оказания первой доврачебной помощи, что, возможно, от каждого человека, который умеет и может оказать правильную доврачебную помощь, может зависеть судьба и жизнь другого человека. В течение года такие уроки безопасности пройдут еще в нескольких школах республики. В дальнейшем сотрудники компании «Транснефть Восток» планируют сделать их регулярными. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, НВК Саха-Ленск. На этом наш выпуск завершен. Эфир продолжит обзор новостей и событий Алданского района. Слово Татьяне Вахниной. Здравствуйте. Кому необходимо принимать превентивные меры, чтобы уберечься от онкологии? В Якутии стартовала социальная акция «Онкопоиск». Скрининговое обследование бесплатно могут пройти все желающие. К слову, недостатков желающих нет. В первые дни акции анализы сдали несколько сотен алданцев. Результаты будут готовы в мае. Затем людям, прошедшим скрининг, необходимо посетить онколога, чтобы получить консультацию. Очень важно отметить, что люди заинтересованы в этом. В свою очередь, доступность именно этих методов исследования мы обеспечим. В продолжение темы подходит к завершению месячник по борьбе с туберкулезом. Алданскими фтизиатрами было проведено множество мероприятий, нацеленных как на повышение грамотности, так и на формирование культуры. Просветительскую работу с населением врачи ведут в течение года. До граждан доносится необходимость ежегодного прохождения флюорографии. Результаты удовлетворительны. Число проходящих обследований возрастает. Знаю, что очень серьезное заболевание, что надо проходить обязательно ежегодно флюорографию. Завершается первый этап санитарного двухмесячника. Основные задачи в этот период по уборке снега, вывозу шлака и мусора возлагались на руководителей предприятий и ресурсоснабжающую компанию. Приведение в порядок территории в этом году сопряжено со сложностями, связанными с новой системой обращения с твердыми коммунальными отходами. Порядка 4,5 десятков предпринимателей не заключили договоры с региональным оператором. При проведении мероприятий по надзору рейдов к ним будет особое внимание, и в любом случае они будут исполнять требования законодательства. В
конце недели домой вернутся алданские каратисты. В настоящее время они демонстрируют навыки боевого искусства в стране восходящего солнца. 2019 для ребят, посещающих секцию карате до Киокишункай, выдался насыщенным. Спортсмены показали владение техникой карате на республиканских, дальневосточных, всероссийских и международных соревнованиях. Сильнейшие отправились защищать честь Якутии и России в Японию. Вот мы отобрали самых лучших наших спортсменов, которые вот сейчас у нас заняли на России призовые места. Ученики и педагоги школы номер 5 поселка Ленинский готовятся к ярмарке, которая пройдет в преддверии Пасхи. Яйца, куличи, сувениры, столовые украшения. Ожидается, что на ярмарке будут представлены десятки видов продукции, изготовленной руками ребят и их родителей. Ярмарка имеет благую цель. Средства от продажи изделий пойдут на поддержку детей из малообеспеченных семей. Традиции благотворительности в поселковой школе давние. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией.